Громкий скандал в шоу-бизнесе. Знаменитых бурановских бабушек отправили на пенсию. На их место набрали новых исполнителей, а заслуженным старушкам даже не выплатили положенный гонорар. Теперь уже бывшие звезды вынуждены просить деньги у кого придется. Оказывается, все это время пенсионерки копили на свою давнюю мечту. Хотели построить в родном селе Бураново церковь. Репортер «Анатомии дня» Архан Мустафаев взял эксклюзивное интервью у легендарных бабушек и узнал, кто и за что их выгнал со сцены. Чуть свет, а к ним уж очередь. В родном селе они на расхват. Автографы, селфи или просто попросят спеть. А если бабушки не согласятся, так сами запоют. Но теперь это прошлое. Сейчас бурановских бабушек на улице не увидишь. В гости не ходят, к себе не пускают. Иногда огородами пробираются в местный ДК. И не для того, чтобы спеть, а чтобы пожаловаться друг другу на суровый мир шоу-бизнеса. Много месяцев не платила. У нас стояла работа. Через месяц, через 2 недели, через неделю миллион пошлю. Они не хотели выносить ссоры из избы, но она первая начала. Оказывается, продюсер ансамбля «Бурановские бабушки» Ксения Рубцова выгнала из него самих бурановских бабушек и набрала бабушек из других деревень, поющих на сцене их голосами. Новый состав собирается спеть в Кремле и уже вовсю раздают интервью и уже готов к каверзным вопросам удмуртского телевидения. Какие же вы бурановские, если вы не из Буранова? Это шоу-бизнес, поэтому нельзя обвинять ни нас, ни бабушек, ни продюсера. Это не искусство, а у бизнеса свои законы. Это слово для меня незнакомое. Я не знала, не знаю и знать не хочу, что такое шоу-бизнес. Настоящие бурановские говорят, что пели не ради денег, которые в последнее время и так видели довольно редко. Продюсер Рубцова, по их словам, давала по 30 тысяч за выступление на всех, а потом вообще перестала платить. А они ведь только хотели достроить бурановскую церковь. На строительство зарабатывали корпоративами, концертами, Евровидением, на полученные гонорары, а это 13 миллионов рублей, возвели вот такое здание. Так что известность бурановских бабушек в прямом смысле росла вместе с храмом. До конца работы осталось, в общем-то, немного. Провести отопление, купить иконостас, колокол. Вот только платить бабушкам нечем. Долг перед строителями и так уже 1,5 миллиона. Тут еще проблемы с концертами из-за конфликта с продюсером. Сегодня в церкви первая служба, хотя больше это напоминает аншлаг на концерте. А Кош и Вилма приехали из далекой Венгрии, хоть глазком взглянуть на бабушек, но через толпу не пробраться. Мы голосовали за них, а потом жертвовали на церковь. Я знаю, у них сейчас нелегкие времена. Мы обожаем их песню. Вилма еще не знает, этот хит бабушкам больше нельзя исполнять. 5-летний контракт с Ксенией Рубцовой закончился, а новый она заключила уже с другими. Объяснить это перед камерой продюсер не захотела, ограничившись оправданием по телефону. В перерывах между съемками одна из бабушек падает в обморок и приходится вызывать скорую помощь. Просто нечестно представлять бабушек, которые, вот извините меня, уже, здоровьем не совсем. Продюсер Виктор Дробыш познакомился с Ксенией, когда писал для бабушек песню «Party for Everybody». Я отчасти подозревал, что с Ксенией не совсем все прозрачно, поэтому я, в свою очередь, хочу сказать, что им бояться нечего. Если у них будут какие-то проблемы, пускай ищут меня. Этим вечером в Бураново бабушки покажут, что и в 75 они ягодки опять. И в родном ДК они снова споют свои хиты, чем бы им это ни грозило. Архан Мустафаев, Закир Ансаров, Анастасия Ананьина. «Анатомия дня».